Это игра «Ума палата». Многие наши телезрители легко и уверенно отвечают на вопросы, которые мы здесь задаем. Но вне дивана, в нашей студии, царит совершенно иная атмосфера, что порой кажется, из-за стресса участники не могут ответить даже на самые элементарные вопросы. Но кто все-таки справился с волнением, решил рискнуть и проверил знания и эрудицию. Мы составили турнирную таблицу телевикторины «Ума палата». И в список вошли участники, набравшие 20 и более очков по результатам 3 раундов. Список лидеров выглядит следующим образом. Так, нижнюю строчку в нашем списке разделили блогер Элина Вензель и студент-филолог Игорь Королев. У обоих 19 баллов, мы дали им шанс вновь проявить себя. Следом за ними, набрав 21 балл, команда «Квиз» Наталья Им и Иван Никулин. На 1 балл больше заработала в одиночном поединке девятиклассница Ника Котельницкая. В ее копилке 22 балла. Директор благотворительного фонда «Харусхал» Любовь Клюкина с 23 баллами на 3-й позиции. Второе место рейтинга самых умных и эрудированных у преподавателя колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Эдуарда Миронова и команда «Квиз» Ольги Львова и Сергея Максимова. Ну а возглавляет список команда юноармейцев «Искра», отлично справившаяся с вопросами по истории Великой Отечественной войны. У Гузели Розаковой и Тимура Курбанова рекордное количество баллов за все сезоны игры «Ума палата» – 28. Мы поздравляем всех, кто оказался в этом списке. И сегодня, согласно турнирной таблице, мы пригласили участников еще раз сразиться в нашей игре, чтобы выявить лучшего. Я рад приветствовать в студии предпринимателя Наталью Им и ученика 9 класса школы номер 13 города Якутска Тимура Курбанова. Наталья, в прошлый раз, играя со своим напарником, вы заработали 25 баллов в паре. Сегодня вы играете одна. Не боитесь такого формата? Одно играть волнительнее во много-много раз. Не чувствуется опоры рядом. В прошлый раз, когда вы играли в паре, кто давал больше правильных ответов, вы или Иван Никулин? Иван. А кто все-таки из вас умнее, вы или Иван? Но мне кажется, мы на одинаковом уровне. Просто я менее уверенная в своих ответах. Тимур, в прошлый раз, играя вместе с Гюзель Розаковой, вы заработали 28 правильных ответов. Это абсолютно рекорд в нашей игре. Не боитесь сражаться в одиночестве? Волнение есть. А вы не боитесь сражаться против взрослого человека? Нет. То есть в прошлый раз вы играли с такими же школьниками, как и вы. Для вас нет разницы, с кем играть, со взрослыми или с ребенком, верно? Да. Ну что же, мы вас хвалим за бесстрашие. Посмотрим, что покажет игра. Принцип сегодняшней игры весьма прост. Вам необходимо заработать наибольшее количество правильных ответов по результатам 2 раундов. Тот, кто заработает больше, тот и выиграет. 3-го раунда для вас сегодня не будет. А пока что рядом с вами по-прежнему находится черный ящик. В нем по-прежнему 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Тимур, фортуна улыбается вам за ваше бесстрашие. Вы будете отвечать первым, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В 1-м раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает больше очков, тот и будет отвечать первым во 2-м раунде. В случае равенства баллов объявляется дополнительный раунд, правила которого весьма просты. Вы будете отвечать по очереди, без учета времени, до победы в 1 очко, согласно принципу пенальти. В общий зачет засчитывается 1 балл в пользу победителя. Итак, мы начинаем. Тимур, что обязательно кладут в кофе гляссе? Пас. Мороженое. Наталья, какое животное не упоминается в песне «Город», «Золотой лев», «Вол», «Орел», «Гусь»? Пас. Гусь. Тимур, из скольких линеек, как правило, состоит нотный стан? 6. Из 5. Наталья, как звали коня, на котором маршал Советского Союза Жуков принимал парад Победы 24 июня 1945 года? Пас. Кумир. Тимур, какое геометрическое тело образуется при вращении прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов? Пас. Конус. Наталья, какая буква завершает греческий алфавит? Зета. Омега. Тимур, какой объект занял 1-е место в списке 7 современных чудес света? Эльфелевая башня. Великая китайская стена. Наталья, какую цветокарточку показывает судья недисциплинированным игрокам в хоккей на траве? Желтый. Зеленый. Тимур, древние греки именовали этот остров
Тринакрия, треугольный. Как он называется сейчас? Пас. Сицилия. Наталья, это самое крепкое сухожилие нашего тела, способно выдержать нагрузку в 6-8 раз превышающую вес тела. Но все-таки достаточно уязвимо к травмам. Назовите его. Лодыжка. Ахиллесово сухожилие. Тимур. Самые северные памятники Ленину установлены в поселках Пирамида и Баренцбург. На каком архипелаге они расположены? Пас. Шпицберген. Наталья, у осьминогов они прямоугольные, чтобы лучше видеть под водой. О чем речь? Присоски. О зрачках. Тимур, кто из этих полководцев не был участником Великой Отечественной войны? Еременко, Рокоссовский, Брусилов, Ватутин. Брусилов. Верно. Наталья, какое крестьянское орудие подарило прозвище Лосю? Сахат. Саха. Верно. Тимур, какая из перечисленных башен самая низкая? Останкинская, Пизанская, Эйфелева, Спасская. Спасская. Пизанская. Наталья, песня «День Победы» принесла этому композитору заслуженную славу и признание. Назовите его. Пас. Тухманов. Тимур, что не входило в обязанности первых стюардесс: заправлять самолет, кормить пассажиров, уничтожать мух и носить багаж. Заправлять самолет. Кормить пассажиров. Наталья, как называется самая глубокая точка поверхности Земли, находящаяся на дне Марианской впадины? Пас. Бездна Челленджера. Тимур, в каком из этих городов люди празднуют Новый год раньше остальных? Смоленск, Пермь, Красноярск, Омск. Пермь. Красноярск. Наталья, что запрещал указ, который в 1726 году подписала Екатерина I? Точить лясы, бить баклуши, пускать пыль в глаза, переливать из пустого в порожнее. Бить баклуши. Пускать пыль в глаза. Тимур, какой царица была роковая девица из пушкинского «Золотого петушка»? Пас. Шамаханской. Наталья, как звали слугу Онегина, который был у него секундантом? Пас. Гильо. Тимур, какой из этих этапов истории не имеет соответствующего школьного учебника? Древний мир, средние века, советская перестройка, новейшая история. Средние века. Советская перестройка. Наталья, кого рыбак всегда видит издалека? Рыбака. Верно. Тимур, кто из философов в 1864 году написал музыку на стихи Пушкина «Заклинание» и «Зимний вечер»? Пас. Фридрих Ницше. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика выглядит следующим образом. Я задал вам 25 вопросов, при этом Тимур дал 1 правильный ответ, а Наталья – 2. Тимур, с тем же успехом, как вы вместе со своей напарницей побили наш рекорд 28 верных ответов, вы сейчас бьете антирекорд. 1 правильный ответ. Чем будете объяснять? Учитывая, что у вас, в отличие от предыдущих игр, было в запасе не 2 минуты, а целых 3. Ну, я больше по истории, наверное, разбираюсь. А тут были вопросы больше, как сказать, разные Действительно, вопросы. они предполагали весьма разные области знания, которые в том числе требуются от выпускника школы, да, и даже студента. Напомните, вы учитесь еще только в 9 классе. Но будем считать, что у вас все впереди. Наталья, не густо. 2 правильных ответа. Так будем оправдываться. Нет никаких оправданий. Просто позорище. Но что с вами случилось? Вы переволновались? Нет, вообще не волнуюсь. Просто забыла, наверное. Вы просто элементарно забыли или, точнее, не знали правильных ответов на вопросы. Или все-таки были вопросы, на которые вы знали ответы, но Я они знала. попадались то Я Тимуру, знала. то вы не могли быстренько сориентироваться и не смогли дать правильный на них ответ. Да. Я знала, но не смогла вспомнить вовремя. Тем не менее, вы получили преимущество и будете отвечать первой на вопросы второго раунда, который также длится 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет своему оппоненту ни единого шанса. Внимание, второй раунд. Наталья, когда закончилась Вторая мировая война? 45-й. Дату? 2 или 3 сентября 1945-го. Тимур, как называется координата точки на оси Х? Абсцисса. Верно. Тимур, где у кенгуру находится пуп? На животе, на спине, во внутренней сумке. У кенгуру нет пупа. Во внутренней стороне сумки. Нет пупа. Наталья, сколько слогов в слове «летоисчисление»? 7. Верно. Наталья, какие события описаны в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия»? Пас.
Гражданская война на Украине. Тимур, как появился цвет пурпур? Из моллюсков, из деревьев, из рыбы, из цветов? Моллюсков? Верно. Тимур, о чем повествует памятник литературы Древней Руси слово о полку Игореве? Пас. О неудачном походе на половцев. Наталья, как изменяется числительное 300 в родительном падеже? 300. 300. Тимур, как называется ветер, который дует от тропиков к экватору и приносит большое количество осадков в летний период? Пас. Муссон. Наталья, к какому царству относятся хвощи и плауны, грибы, бактерии, растения? Бактерии. Растения. Тимур, какие клетки отвечают за транспорт кислорода и углекислого газа в организме? Пас. Эритроциты. Наталья, какую битву в немецкой истории именуют операцию «Тайфун»? Пас. Битва за Москву. Тимур, почему на лице не бывает мурашек? Потому что нет волос. Чтобы лучше было видно, тогда человек терял бы сознание. Тогда человек терял бы сознание. Чтобы лучше видеть. Наталья, сколько материков омывает Атлантический океан? 4. 5. Тимур, какую роль выполняет вакуоль в клетке? Пас. Запасает питательные вещества. Наталья, какая страна первая объявила войну другому государству в 1914 году? Пас. Австро-Венгрия, Сербия. Тимур, какое море разделяет Евразию и Америку, а также является с большим по площади и глубине морем в России? Тихо. Самое большое. Пас. Берингово море. Наталья, как называются самые тонкие сосуды в организме человека, участвующие в обмене веществ между кровью и тканями? Капилляры. Верно. Наталья, на какой вопрос не отвечает обстоятельства? Как, куда, кому, где? Пас. Кому? Тимур, в каком году Петр I принял титул императора? Пас. В 1721. Наталья, атомы одного химического элемента, содержащие различное число нейтронов в ядре, имеющие различные массовые числа, называются Пас. изотопы. Тимур, в каком городе родился композитор, автор волшебной флейты и реквиема? Пас. Зальцбург. Наталья, какой бег основан на многократном прохождении одной и той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении? Челночный. Верно, Наталья, какой слой атмосферы называется короной Земли и считается самым верхним? Пас. Экзосфера. Время вышло. Во втором раунде вам было задано 24 вопроса. При этом Наталья дала 3 правильных ответа, а Тимур 2. Тимур, не обидно ли вам дойти до 1/4 финала и проиграть? Обидно, конечно. Обидно, но прям до слез? Нет. Нет, конечно, потому что вас дисциплинирует звание юноармейца, да? Поэтому голову всегда выше, тем более вы сражались со взрослым человеком. Какие вопросы вам показались самыми сложными? Я уже не помню. Что вы можете пожелать своему оппоненту? Удачи. Ну что же, мы вам тоже желаем удачи и в учебе, и в движении первых, и в движении юноармейцев. Спасибо. Это правильный подход, правильный выбор. Особенно, конечно же, в год защитника Отечества, год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за игру. Мы желаем вам успехов. До свидания. До свидания. Наталья, как ощущения? Очень жаль, что все вопросы исторические попались мне, а не моему оппоненту. Ощущаете ли себя победителем? Нет. Почему? Очень мало ответов дала верных. Тем не менее, мы благодарим вас за игру и будем ждать вас снова в этой студии на следующих играх, потому что сегодня вы одолели своего соперника и проходите на следующий этап. На сегодня все. До свидания. Это игра «Ума палата». Игра, где можно выиграть 100 тысяч рублей. Стало известно еще одно имя претендента на денежный сертификат. Осталось еще парочка. Продолжим знакомиться со следующими участниками. Айрон – якутский бренд для победителей. Создаем одежду, в которой сочетаются стиль и комфорт. Спортивная и повседневная одежда на каждый день. Ждем вас на Ленина, 21А. Айрон. Это игра «Ума палата». Мы не можем не отметить, что в конце апреля этого года Российская академия наук объявила об изменениях в ударении слова «звонит», «звонит». Сегодня якобы можно говорить с ударением на первый слог. Лингвисты заявили об естественной эволюции языка. Нам стало интересно, что об этом думают наши игроки.
Спросим об этом инженера-исследователя Ольгу Львову и студента-филолога Игоря Королева. Игорь, как филолог, что вы думаете по этому поводу? Где следует ставить ударение? Я думаю, что ударение можно ставить и в том, и в другом слоге. Я думаю, что ударение зависит от того, как это употребляют большинство носителей языка. То есть вы солидарны с коллегами из Российской академии наук? Да, Ладно, пусть будет так. В прошлый раз вы блеснули познаниями в истории Великой Отечественной войны. Сегодня вас ожидают вопросы общего характера. Каков ваш настрой, как оцениваете собственные силы? мой настрой решительный, я настроен более оптимистично, потому что моя основная специальность — это не история, а литература. Ольга, поведайте нам, каким образом с Сергеем вы определили, кто будет сегодня сражаться в одиночной схватке? Если мне не изменяет память, Сергей также жаждал проверить свои знания. Да, было такое дело. Мы решили сыграть в раунд свою игру и таким образом определить, у кого больше баллов, тот и пойдет представлять нашу команду. В То итоге- есть вы не только квизники, но и большие любители Да. телевизионных форматов и интеллектуальных игр. Это весьма похвально. Надеюсь, что в этом списке появится и наша игра. Ольга, предупреждаю, что сегодня не будет вопросов о саге «Властелин колец». Какая область знания кажется вам наиболее близкой? Где вы себя чувствуете уверенно? Ну, вообще, если по общему, да, такого житейскому, скорее всего, я чувствую себя уверенно, а так по всем областям всего понемногу. Что-то да знаю, что-то не знаю. Это мы и проверим в нашей игре. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем два шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Ольга, вы будете отвечать первой, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В первом раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает больше очков, тот и стартует первым во втором раунде. В случае равенства баллов объявляется дополнительный раунд, правила которого неизменны. Вы будете отвечать по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. Учета времени в дополнительном раунде нет. В общий зачет засчитывается 1 балл. Итак, мы начинаем. Ольга, автор первой редакции «Повести временных лет». Пас. Нестор. Игорь, назовите звериное имя немецкого танка Т-5, применявшегося в 1943 года во Второй мировой войне. Тигр, Пантера. Ольга, политически сильный поляк, автор этнографического исследования «Якуты». Пас. Серашевский. Игорь, каким химическим элементом богата морская капуста ламинария? соль, Йод. Ольга, первый космонавт, который вышел в открытый космос. Леонов. Верно. Игорь, из чего Скарлетт О'Хара во времена нужды сшила платье в романе «Унесенный ветром»? трава, Из портьеры. Ольга, в какой город в июле 1941 года эвакуировали Эрмитаж? Пас. Свердловск. Игорь, отцом чего называют Ноберта Винера? пас, Кибернетики. Ольга, кто такая или что такое мандрагора, которой приписывали чудодейственные свойства? Растение. Верно. Игорь, за какую фигуру, согласно правилам ФИДЕ, нужно сначала взяться, собираясь произвести рокировку? пас, За короля. Ольга, как называется красная тряпка в руках у Матадора? Плащ. Мулета. Игорь, какое астрономическое явление жители Земли могут наблюдать раз в 75-76 лет? солнечное затмение, Появление кометы Галлея. Ольга, какие имя и фамилии зашифрованы в названии советского танка ИС? Пас. Иосиф Сталин. Игорь, пыжик – это чей детеныш, из меха которого в Советском Союзе делали зимние шапки? соболь, Северного оленя. Ольга, в каком немецком городе родилась будущая императрица России Екатерина II? Цербсте или Штеттинге? Штеттине. Верно. Игорь, какая из планет Солнечной системы самая горячая? Марс, Венера. Ольга, как называют природный заповедник в острогах Восточных Саян под Красноярском? Пас. Красноярские столбы. Игорь, какая физическая величина обозначается символом А, измеряется в джоулях? пас, Механическая работа. Ольга, как называются векторы, которые лежат на параллельных прямых? Направляющие. Кулинарные. Игорь, клетки какого органа обрабатывают желчь? печень, Верно. Ольга, как называется нижний, наиболее изученный слой атмосферы? Стратосфера. Верно. Игорь, какой океан на нашей планете самый глубокий? тихий, Верно. Ольга, у какого животного самый большой угол поворота головы?
Совы. Верно. Игорь, чему равен корень квадратный из числа 144? 12. Верно. Ольга, кто был противником Петра I в годы Северной войны? Шведы. Верно. Игорь, как звали летчика, которым одним из первых применил воздушный таран? Пас. Виктор Талалихин. Ольга, с какой буквы начинаются слова, опубликованные в 16-м томе последнего издания Большой советской энциклопедии? К. С буквы М. Игорь, самый крупный по площади Улус, район в Якутии. Нюрбинский. Оленёкский. Ольга, столица Индонезии. Пас. Джакарта. Игорь, на какой реке стоит Санкт-Петербург? Нева. Нева. Ольга, рыльце – это часть пестика или тычинки? Пестика. Пестика, верно. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика выглядит следующим образом. Всего я задал 31 вопрос, при этом Игорь дал 4 правильных ответа, а Ольга – 7. Игорь, вы сказали, что ваша сильная сторона – это литература. Вы студент-филолог, но при этом на вопрос о Скарлетт О'Хара из романа «Унесенные ветром» из чего шила платье, вы ответили из травы. Откуда такие у вас сведения? Поделитесь, пожалуйста. Это было отчаянное предположение. Я не знаком с американской литературой хорошо, к сожалению. С какой литературой вы знакомы? С русской в первую очередь. Это ваша специальность. Да. Понятно. Ольга, вы получили преимущество. Вы будете отвечать снова первой во втором раунде, который длится 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Итак, второй раунд. Ольга, в слове «якорь» сколько звуков? 2. 5. Игорь, сколько спутников у планеты Меркурий? 1. У него нет спутников. Ольга, кто, будучи царевичем, создал потешные войска? Дмитрий. Петр I. Игорь, уличный термометр показывает температуру 25 градусов Цельсия. Сколько это будет в градусах Фаренгейта? 50. 77. Ольга, какая краска дает ощущение легкости и прозрачности? Ее обязательно нужно разводить водой. Акварель, гуашь, масляная. Акварель. Верно. Ольга, в каком месте звучит увертюра? В конце, середине или в начале оперы? В конце. В начале. Игорь, в годы Великой Отечественной войны немцы назвали их черной смертью. Кого они так назвали? Артиллеристов. Морских пехотинцев. Ольга, кого еще назвали фашисты черной смертью? Пас. Штурмовик Ил-2. Игорь, в какое время года состоялась дуэль Онегина и Ленского? Зима. Верно. Игорь, сколько ног у насекомых? 4. 6. Ольга, 451 градус по Фаренгейту. Это известный научно-фантастический роман Рэя Брэдбери. А что вспоминается Бумага. воспламеняется, начинает гореть при температуре? Бумага. Верно. Ольга, кто командовал русскими войсками в знаменитом ледовом побоище? Невский. Верно. Ольга, какой композитор написал оперу Иван Сусанин? Пас. Глинка. Игорь, кто из списка не является поэтом Серебряного века? Блок, Некрасов, Гумилев? Некрасов. Верно. Игорь, какой буквой чаще всего обозначается абсцисса? А. Х. Ольга, что происходит с температурой кипения воды, если добавить в нее соль? Она увеличивается. Верно. Ольга, назовите самую высокую вершину Тянь-Шани, названную в 1946 году в честь окончания Великой Отечественной войны. Пас. Пик победы. Игорь, какой из слов пишется с одной буквой «С»? Масштаб, массив, массаж, масса. Масштаб. Верно. Игорь, укажите единицу измерения атмосферного давления. Пас. Пасхаль. Ольга, как называется стадия эмбрионального развития, в процессе которой образуются зародыши и листки? Зависть. Гаструла. Игорь, кто автор «Сток»? Отговорила роща золотая, березовым, веселым языком, и журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ником. Есенин. Верно. Игорь, кто из ученых проводил первые опыты по изучению процессов фотосинтеза? Карл Линней. Джозеф Пристли. Ольга, какие члены предложения могут обставляться и при этом выделяются интонации с запятыми? Подлежать. Определение. Игорь, как называется самая высокая точка Северной Америки, расположенная на территории Аляски? Эверест. Денали. Ольга, сколько на Земле материков? 6. Верно. Ольга, как расшифруется элемент МН в таблице Менделеева? Марганец. Верно. Ольга, умом России непонятно, назовите автора этого крылатого высказывания. Пушкин. Федор Тютчев. Игорь, плод картофеля, клубень, овощ, ягода. Клубень. Ягода. Ольга, где находятся экваторы в Африке, Южной Америке, Азии, Ближнем Востоке? В Ближнем Востоке. В Южной Америке. Время вышло. Во втором раунде я задал вам 29 вопросов, при этом Игорь дал 4 правильных ответа, а Ольга 6. Игорь,
Наш новый традиционный вопрос. Как ощущение и не обидно ли проиграть в 1/4 финала и остаться ни с чем? Да, очень обидно. С чем связываете свой проигрыш? Возможно, я плохо подготовился. Обращаю ваше внимание, что, тем не менее, на зависть во втором раунде было много филологических вопросов. Те, которые доставались вам, вы с ними справлялись. Не можем тебя похвалить. Но, тем не менее, какие вопросы вам показались наиболее сложными? По физике и по химии. По физике и химии. Да, Это ваши слабые стороны? да. Вы учились на тройке? Даже хуже. Ага, понятно. Ну что же, надеюсь, наша игра научила вас, что все-таки предметы все нужно уважать и знать. Что можете пожелать своему оппоненту? Желаю удачи и дальнейшего успеха. Спасибо за игру. И постарайтесь больше не обижать физику и химию. Они могут вам пригодиться. Хорошо. До свидания. До свидания. Ольга, бой был непростой, но вы вышли победительницей. Какие ваши ощущения? Волнение все равно осталось. Надо отпустить это волнение. Ну, прикольно, мне понравилось. Прям. Здорово, нам Да. тоже. Ольга, это славно, что вы общаетесь со своими сокомандниками и Сергеем. Вы уже общались с ними по поводу денег? Каким образом их разделите? Конечно. Или все присвоите себе? Нет, мы решили, что мы разделимся с Сергеем, раз он помог мне и оказал такую честь, что стал... Это благородно с вашей стороны. Назовите проценты, сколько отдадите. Но мы думали так, что где-то 60 на 40. 60 вам, разумеется. Да, конечно. Мгм. Если я представляю нашу команду. Ну, понятно. Что же, буду ждать вас на следующих играх. Готовьтесь усерднее. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». Что ж, игры четвертьфинала завершились. Впереди полуфинальные схватки. Через неделю. Не пропустить.